Потому что первоначальное задержание, люди были в военной форме. ДБР. Сотрудники первое задержание и подброс наркотиков было сотрудниками другими ДБР. людьми. Больше часа меня в отделе держали, пытались добиться, чтобы я признался в том, что это все мое. Отказался давать признательный, потом... Они удивились, что вы отказались? Ну, думали, что вы сразу согласитесь? скорее всего, думали. Они угрожали уголовным делом против моих близких. Да. Они на этом, наверное, на это рассчитывали, что я соглашусь. Когда уже отказался, тогда уже решили вернуть меня туда. Скорее, из-за моего возраста не стали меня пытать. Если бы был молодой, то уже вопрос был, скорее всего, решен. Салам алейкум. А что, мовалаю. Мовшило губо. Ой, да, дикай твой. Весхан волждал, очень рисниша доулил. Hög маршалло, бажала здесь, учебол чар, массар маршалло. Здравствуйте. Поздравляем. А первым, кто получал премию Гаврила, был Алис Беляцкий. Он тоже был в тюрьме. И очень скоро его выпустили. Поздравляю вас, Массаратовна. Посидели, хватит. Вы пустили нас поздравить. Мы еще вернемся. Это специально, что ли? Специально, что из Чечни? Я рассчитывал на более содержательную работу. Но этот парень, которому стало плохо на первых словах, редко, но бывает, конечно. Я считаю, что этого хорошо характеризует. Ему стыдно было брать. Ну, нет, было похоже, что ему правда плохо. Показания его очень гладкие, и писал их явно не он, писал следователь. И возможно, что он их то ли подписал, не глядя, то ли от его имени подписали, мы это никак не проверим сейчас. Все показания, никто на предварительном естественно не пользовался переводчиком, и у всех очень такой, даже не хороший русский язык, а такой канцелярит русский. Ой, прям. То есть вот так как пишут следователи, но так как не говорят, ни русские не говорят, ни ченцы не говорят. Вообще эта история, она такая очень тяжелая по моральным своим свойствам. Потому что когда вы ради какого-то очень частного и, может быть, даже неправильно понятого интереса начальства 70 человек гоните в суд и заставляете их врать, ну, у кого-то это гладко пройдет, а у кого-то это будет просто, нужно человека сломать. Свидетелей у нас, начиная даже со следователей, которых мы допрашивали, то есть не помню, не знаю, не помню, и восстановить подробности в этом смысле очень сложно. И вот никакие детали, ни один из свидетелей фактически, из тех людей, которые были на осмотре места происшествия и видели этот пакет, и как он изымался, и так дальше, как это все документирование проходило, тем не менее никто не прояснил. Значит, ситуация такая, они заряжают большую сумму денег сначала, отдают документы. Потом они примерно полгода или 9 месяцев ходят сюда просто так, он зарплату не платит, типа стажировки. Ну вот они, соответственно, понятые, все на свете там, значит, если надо бить, пытать, то они же не сотрудники, они же не в штате. Мне тогда начальник следствия говорит, ну он же не в штате. Я говорю, ничего, что он вас в отделе людей пытает электрическим током. Ну он же не в штате, а как он сюда попал вообще? С какого перепугу? Вот, потом их принимают, они работают месяца 3.
или 6. Вот. Не успевают даже заработать те деньги, которые они заплатили за должность, их выгоняют. Все нормально. Ну, есть отдельные, которые держатся, но там по-разному, с разными последствиями. Смотря у кого какие связи. Да, да. Вот так скажем. Так и не общались. Я считаю, что... Да. Хотя бы какое-то время. Здесь? А чего же ваш суд судит нашего Аюба Тетеева? Я думаю, что вы к нему хоть положительно относитесь, как Я? человек. Кому? Аюба Я ко Тетеева. всем отношусь положительно. Ну, ко всем не надо. Ко всем не Они надо. все стоят того, чтобы ко всем относиться Нет, как положительно. люди, как мы все друг друга должны судить нам уважать. честно. И судить честно мы судим. Это правосудие. Да? И лево тоже. Почему лево? Ну, потому что судят невинного человека. Вы и считали каждому так ясно. же, когда Ну, работали То, что он адвокатом? невиновен, это в ходе процесса надо. ну и что, Да, вы мы-то не в думаете, курсе. судья рискнет? Мы-то не в А вы курсе. сколько оправдательных приговоров вынесли? 2, по-моему. За сколько? За год? Ну, вообще, За всю жизнь. я работал. За всю Не, жизнь? жизнь, причем в жизни. Я работал Нет, ну за адвокатом. все судейское. Долгое время я За адвокатом судейское работал. свою деятельность. За судейской деятельность, да, двоих. Это уже много по нашему Было? времени. Почему бы нет? Понятно. Вы приехали так, Мы на суд Что к и чему? к нашему другу. да? Он вчера получил премию Гавела. Премия чего? Гавела – это известнейшая премия европейская по правам человека. Да. Стал лауреатом премии Гавела. Это хорошо. Да, очень хорошо. Не Плохо, то, что он за хорошо. решеткой сейчас. Плохо, что он за решеткой его получил. Правосудие восторжествует. Аминь. Посмотрим. Аминь. Потому что Зайнеддинова, она честная судья. Не было случая такого, чтобы она невиновного судья и так далее. Потому Будем что надеяться. внимательно она изучает дело. Вы, наверное, сами убедились. в присутствии Будем процесса, надеяться. да. Будем надеяться. Так что В любом случае слово надеемся. за судьей, да. Так что все будет нормально. Да. Правосудие восторжествует. Дай Бог, вашими устами. נצמעו. עוד לא יכול ללמוד דרך להספת יצא אוגסו. Ese era uno de cansados. خصم هيزواء. خصم هيزواء. Sonjalik Ašuha. Personálne охраняю, правильный кабинет. Я вам 3 раза питание. Да, Ялдович такой, короче. Самое главное, паники ему волны не держали. Но самое дикхагада умула. Сац испытание. Да. Инде геде карахдер эвери карахдац. Вы одичи. Да. Да. Слушайте, такие конечно, день, что много в Чечне даже сидели, да. Меньше не надо сюда. Как только ты выйдешь, Аюб, мы соберемся. Да, Да, это уж точно. Где мы соберемся? Я думаю, что здесь соберемся. где-нибудь. Разницы Это нету, наше. где. Потому что мы ее любим. Родина одна у нас. Родина одна у нас. Да. Конечно. أشهد أن محمدا
One